Здравствуйте, час дня, время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман», 1 февраля, 1435 день аннексии Крыма. В студии Скандер Меметов. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию еще двух участников одиночных пикетов Усина Усинова и Дилявера Юнусова, которые в прошлом году, 14 октября, выступили против произвола силовиков на оккупированном полуострове. Защита пыталась обжаловать присужденные крымчанам штрафы, каждому по 10 тысяч рублей. Однако решение судов первой инстанции оставили в силе. Верховный суд оккупированного Крыма в эти минуты рассматривает апелляцию на штраф еще одному участнику одиночных пикетов. Однако общественные защитники на положительное решение не надеются. Накануне оккупационный суд рассмотрел первые 4 апелляционные жалобы по этому делу и отклонил все их. Лишь немного уменьшил размер присужденных штрафов двум участникам одиночных пикетов. Апелляция вынесла тот же вердикт, что и первый раз. Хотя я с этим полностью не согласен, так как законом Российской Федерации предусмотрено проведение одиночных пикетов. Особых-то иллюзий и чаяний не было, но тем не менее. То есть суд прошел достаточно монотонно, в формулировках юридических, которых я мало что понимаю. Единственное, что могу заметить, что народ никто не слышит. Я хочу сказать, что государство как раз-таки нас услышало, потому что отреагировало тем образом, которым обычно и реагирует, санкциями. Причем достаточно топорно, однообразно. Итог: будем обжаловать в ЕСПЧ решение суда, которое оставил без изменений решение суда первой инстанции. Адвокаты и участники общественной организации «Крымская солидарность» обратились к сообществу и оккупационным силовикам. Они заявили, последняя акция устрашения, которую провели так называемые правоохранительные органы в Судаке, была напрасной. В минувшую субботу «Крымская солидарность» собралась для обсуждения проблем общества на полуострове, однако заседание было сорвано. В помещении ворвалось около 50 оккупационных полицейских и ОМОНовцев. Людей опросили, сфотографировали, переписали паспортные данные. Адвокаты отмечают, «Крымская солидарность» – это общественная платформа, которая объединяет людей разных национальностей и вероисповедания. Ее цель – создание площадки для дискуссии, обсуждения проблем простых людей, налаживания того, чего нет сейчас на полуострове, то есть реального гражданского общества. Если их цель была запугать народ или запугать тех участников, которые участвуют в этой крымской солидарности, то хочу сказать, что крымско-татарский народ имеет огромный опыт в борьбе, в мирной борьбе. Если это мероприятие было направлено на то, чтобы кого-то запугать и кому-то дать какой-то определенный импульс или посыл того, чтобы они отсюда уезжали, мы сделали свой выбор. Это наш дом, и мы отсюда никуда не уедем. 47-я годовщина гибели легендарного летчика Аминхан Султана. Дважды Герой Советского Союза, который сбил с полсотни немецких самолетов во время Второй мировой войны. Его именем назван музей в родной Алупке, в его честь установлены памятники в Крыму и на материковой части Украины, а еще существует планета Аминхан. Он погиб 1 февраля 1971 года во время испытательного полета. Какой была его жизнь? Дальше в сюжете. Адам дүнияға оз қысметінен, оз тағдыры йылдызынан бері келейкен. Өлгенде, мұна бойлы етіп, оның йылдызы да сөне екен. Анам, менің йылдызым қайсы білмейсіз ме? Слова матери о миссии в жизни стали пророческими для Амитхана. 6-летний мальчик еще не думал, чем заниматься дальше, и уже тогда мечтал о небе. Семья жила в Алупке на склоне Айпетри. 24-летним юноша Амитхан ушел на фронт. Первый боевой вылет и первая победа. 22 июня 1941 года сбил тараном немецкий бомбардировщик. За мужество и отвагу в 43-м получил Героя Советского Союза. Этим почетным званием награжден дважды. В 45-м ему вручили еще одну медаль – Золотую звезду. Я совершил 603 боевых вылета. Сбил 49 самолетов. Раз остался жив, значит, в то время самолеты, на которых я летал, были хорошие. В то время, когда он защищает небо Советского Союза, НКВД депортирует его семью из Крыма. Брата обвинили в пособничестве фашистам и арестовали. Хотели забрать и мать, но Амитхану удалось помешать этому. Его друг и боевой командир Тимофей Хрюкин заступился за семью. Вместо ссылки в Узбекистан семью отправили в Краснодар. Эти события и депортация крымско-татарского народа легли в основу фильма «Хайтарма». Его режиссер Ахтем Сейтаблаев, он же исполнитель главной роли Амитхана Султана, признается, эта роль
большая честь. Кожен кримськотатарський хлопчик мріє або мріяв стати Амітханом Султана. Я не є виключенням. Я намагався створити образ живої людини зі своїм білем, зі своїми сподіваннями, зі своєю надією. Даже несмотря на военные победы и борьбу с фашистскими захватчиками, советский режим пытался всячески уменьшить достижения Амитхана, и все из-за национальности – крымский татарин. В 1953 году за испытание прототипа крылатой ракеты летчика представляют к 3-й звезде героя. Однако Сталин, узнав о национальности Амитхана, запретил вручать награду. Берия принес Сталину, это такой очень характерный, яркий случай, принес Сталину список на награждение. И там в этом списке был Амитхан Султан, и Сталин рассвирепел. То есть это означало, что Амитхану нужно дать 3-ю звезду героя. Это, конечно же, кардинально вообще меняло бы всю вот эту парадигму развития крымско-татарского народа. Историк говорит, Амитхан всегда был со своим народом. Еще в 60-е годы его подпись стояла первой в письмах-обращениях национального движения крымских татар к советским органам о возврате крымско-татарского народа на историческую родину. А поэтому постоянно был под прицелом КГБ. По одной из версий историков, Амитхан Султан погиб не случайно. Гибель такая трагическая 1 февраля Амитхана Султана, это, в общем, было убийство. Это было срежиссировано компетентными органами. Память об Амитхане Султане жива и по сей день. На исторической родине в честь известного земляка открыт музей в Алупке, названа площадь в Симферополе. Имя Амитхана Султана запечатлено и в небе. Его именем названа малая планета Солнечной системы. Елена Царенко, Заман, АТР. Сегодня мы в течение дня будем вспоминать Амитхана Султана. Вы услышите рассказы историков, увидите документальные кадры, которые не сохранились до наших дней. Также АТР покажет фильм о депортации крымско-татарского народа и судьбе легендарного Амитхана Султана Хайтарма. А 3 февраля в Доме культуры поселка городского типа Буюкунлар, ранее Октябрьская, состоится 9-й турнир по национальной борьбе «Куреш» среди юношей памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Амитхана Султана. В Стамбуле автобус снес остановку общественного транспорта. 3 человек погибли, 5 с травмами увезли в больницу. ДТП произошло в районе Уксудар. По словам очевидцев, автобус сначала врезался в другой автобус, после чего его занесло на тротуар прямо в остановку. На месте аварии работают правоохранители, выясняя все подробности и причины ДТП. Мы стояли на остановке, нас было человек 30 или 40. Автобус на очень большой скорости ехал, не смог остановиться, его занесло вправо. Мы все начали бежать. У берегов оккупированного Крыма потерпел крушение сухогруз «Берг». Он шел с Азовского моря в Турцию под флагом Молдовы. В нескольких километрах от берега в районе мыса Чауда он подал сигнал бедствия в Феодосию. Команда сообщила, что судно получило пробоину с правого борта и дало крен. Спасательный катер эвакуировал всех моряков, 8 украинцев и 4 граждан Азербайджана. Корабль остается на якоре в Феодосийском заливе, его ремонтируют. На борту судна остается около 3000 тонн груза. 15 лет лишения свободы. Суд генически объявил приговор виновнику теракта в Новоалексеевку Валерию Далапчи. В апреле 2016 вблизи админграницы с аннексированным Крымом подорвался нашпигованный взрывчаткой автомобиль с одесскими номерами. Машина была припаркована в людном месте. В результате 1 человек погиб, еще 5 получили ранения. Правоохранители квалифицировали взрыв как теракт и попытку дестабилизировать ситуацию на границе с Крымом. Валерия Далапчи считают организатором теракта. Свою вину он так и не признал. Суд присяжних ухвалив Долапчі Валерію Степановичу визнати винним, призначити Долапчі Валерію Степановичу покарання у виді позбавлення волі на срок 15 років з конфіскацією всього належного майна на праві власності. В Никополе пытались убить местного депутата. После работы мужчина собирался поставить машину в гараж. Неизвестный бросил 2 гранаты в помещение и убежал. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями и большой кровопотерей, но врачи говорят, состояние стабильное. Раненый внефракционный депутат Горсовета Никополя Александр Рыбаков. Большинство осколков пришлось на автомобиль. Свидетели рассказывают, что взрыв был очень сильный. Полиция расследует покушение на убийство.
Ну а вы слышали? Вот, или вы... Ничего себе слышал. Слышь, у нас чуть хата не завалилась, дома были. Это так громко было, да? Шарахнуло так, что аж подкинуло. Школьные атласы, на которых оккупированный Крым изображен как территория России, изъяли из обращения в Чехии. Неполиткорректную карту Европы обнаружили в одной из школ Праги 3 недели назад. Ее фотографию опубликовали в соцсетях. Как выяснилось, школьный атлас напечатала одна из чешских фирм. Посол Украины в Чехии Евгений Парабынис обратился к ее руководству с протестом. И те сразу извинились и сняли скандальную карту с производства. В свою очередь, Министерство образования Чехии начало проверки во всех школах и уже отчиталось. Пособие с ошибкой полностью изъяли. 2 миллиона евро помощи выделит Италия пострадавшим в Донбассе. Об этом сообщил итальянский МИД. Половину средств предоставит Международный комитет Красного Креста. Деньги должны пойти на охрану и защиту населения. Еще 500 тысяч пойдут на продукты питания и предметы первой необходимости. Остальные – на разминирование в зоне АТО. Это все новости к этому часу. Не пропустите следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Мавилей Мухтаровой. И будьте с ИТР.